Митинги бюджетников, сборы подписей. В Крыму продолжается агитация за Путина. 18 марта в России будут переизбирать действующего президента. Подконтрольные Кремлю власти планируют приблизить явку избирателей к уровню так называемого референдума. Тогда крымские татары бойкотировали выборы. Теперь оккупанты с помощью крымско-татарских коллаборационистов пытаются склонить непокоренный народ на свою сторону. Придем 18 числа на выборы и поддержим того, кого мы любим, кого ценим и кто является нашим спасителем. Сейчас это самый популярный месседж для крымчан. Через месяц в России будут выбирать президента. Избирательные участки откроют и на оккупированном полуострове. Самые красноречивые агитаторы – бывшие украинские чиновники. За годы оккупации ряды крымских коллаборантов пополнились в том числе и крымскими татарами. Я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок, значит, и, конечно же, сознательно, сознанием того, что, к чему все это может привести. Не стыдятся оккупанты собираться в мечетях, школах, ходят и по домам. Пропагандистские каналы активно все это освещают. Среди пропутинских спикеров бывшие представители Меджлиса, которых лишили членства из-за сотрудничества с оккупантами. Среди них так называемый муфтий. Пропагандисты привлекают и крымско-татарских бизнесменов. Недавно освобожденный бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз просматривает один из агитационных роликов. Мы помним, как наш народ был един в те страшные годы. Тогда только сплоченность и взаимовыручка помогли нам выжить. Он что, не видит? Он гуляет по Ханскому, его сегодня уничтожают. Муфтий, который себя муфтием называет, находясь в святая святых в доме Аллаха, лжет. Просто лжет. Своим поведением оскорбляет весь народ. Наш народ очень мудрый, он действительно очень четко отличает правду от лжи, истинных героев от подлецов. Поэтому я точно знаю, наш народ этому террористу, царю Путину, России, уничтожающей, издевающейся над нашим народом, никогда это не простит. Бывший глава Сакского регионального Меджлиса с первых дней оккупации потерял уважение соотечественников. Его не принимают в обществе, даже с похорон прогоняют с позором. Теперь Искандер Белялов вынужден ходить только к лояльным крымчанам и покупать голоса за дрова и продукты. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог. Вот. И вам тоже, как его, Искандер Акама, большое-большое спасибо. Выборы президента России назначены на 18 марта, в день 4-й годовщины оккупации Крыма. Пик агитации, по данным агентства РБК, запланировано именно на февраль-март. В Меджлисе заявляют, здравомыслящих крымчан на избирательных участках не будет. Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял обратился к крымчанам. Я лично рекомендую посетить семью Эрвина Ибрагимова, посмотреть в глаза его родителям, а потом уже принимать решение. Увидеть родных, детей, родителей, наших политзаключенных, которых преследуют сегодня российские власти, а потом принимать решение. Никто не будет над вами давлеть, и вы, естественно, свободно определите свое поведение. Но я призываю вас подумать. Крымские татары свое отношение к России продемонстрировали еще 4 года назад. Тогда почти весь народ бойкотировал так называемый референдум по возвращению Крыма в родную гавань. Количество крымских татар, которые приняли участие в голосовании, не достигло и 1000 человек, напоминают в Меджлисе. Подсчеты же оккупантов значительно отличались от реальности. Вот и сейчас, несмотря на планы Кремля повторить результат так называемого референдума на выборах президента, мир не спешит признавать легитимность будущего плебисцита. Украинские дипломаты и представители Меджлиса этот вопрос активно поднимают на всех международных площадках. А ЕС и ОБСЕ уже заявили, что не будут отправлять своих наблюдателей в Крым на выборы президента Путина. Риана Асанова, Заман, АТР.